Доброе утро! Вы смотрите «Утро Якутии». Четверг, сегодня 7 апреля на календаре. Совсем немного остается до выходных. Да, мы ждем с нетерпением этого дня, который наступит завтра. Ну а сегодня у нас сегодняшний день встречаем вместе с вами мы, как всегда, как всю эту неделю. Катерина Винокурова, Павел Танин. Всем здравствуйте, доброе утро и улыбнитесь с утра, и день будет веселый и забавный. Обязательно. Да. Что нас ждет сегодня в эфире? Так, мы будем говорить о здоровье, так как по всему миру сегодня отмечается День здоровья. Да, наши гости также расскажут, что негативно влияет на наше зрение, как вообще сберечь его и как правильно подбирать очки, если вдруг вам их прописали. Увидим также мы необычную коллекцию сахара, которую собирает жительница Краснодара, и познакомимся с профессией флориста, а также модными тенденциями в мире цветов. Да, они существуют. Да, в конце эфира вас ждет кое-что забавное, ну, что конкретно мы говорить не будем, поэтому дождитесь конца эфира, вы узнаете все сами. Ну и, конечно же, по традиции напоминаем, что есть у нас способы обратной связи с нами. Во-первых, наш телеграм-канал, его найти очень просто, заходим в телеграм, пишем в поиске «Утро Якутии», самое важное, что написать нужно это слитно, и вы найдете наш телеграм-канал. Также есть номер телефона, который на экране только что вы увидели, 8 914 273 4488. Если у вас есть какие-то вопросы к нашим гостям, может быть, поздравления или просто пожелания доброго утра всем нашим зрителям или кому-то конкретному, мы обязательно это прочитаем. Ну а если вдруг в течение эфира не успеем, касательно вопросов нашим гостям, то, конечно же, за эфиром мы, как правило, пытаемся ответы на эти вопросы все равно получить и до запрашиваемого довести. Ну а сейчас о немаловажном поговорим о погоде. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 16-29 градусов мороза. В заречной группе от 7 до 21, в южных 15-21 градус, в Вилюйской группе 13-28 было в Верхневилюйске, в Нижнеленских 22-25, в западных 7 градусов в Ленске, 19 в Алекминске, в Колымандигирской группе от 15 до 26, в Янских 21-24, на северо-западе 15 градусов в Валенке и 35 достигла температура в Тикси. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 15, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем нам обещают небольшой снег, ветер северный 3,8 метров в секунду, температура воздуха днем составит 3-5 градусов мороза. А сегодня, как мы уже сказали, Всемирный день здоровья, и пандемия ковид, она очень сильно показала нам всем, что здоровье, наверное, это все-таки самая главная ценность, которая есть у человека в жизни каждого из нас. При этом, по оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения, здоровье людей в большей степени зависит от образа жизни, а также профилактики болезней. Но, к сожалению, многие из нас забывают об этом в суете будничных проблем, работы, заботы о семье и детях. В силу постоянной занятости все мы откладываем время, именно визит к врачу, и обращаемся только в крайних случаях, когда болезнь уже заявила о себе. Да, и для таких занятых людей наверняка будет хорошей новостью, с которой мы хотим сегодня поделиться. В Якутске стали проводиться такие акции, как «Ночь в клинике». В отведенный день, это, как правило, бывает по пятницам, с 17 часов до полуночи можно в одном месте посетить любого специалиста, сдать необходимые анализы и узнать все о своем здоровье. Тему здоровья мы продолжим с нашим утренним гостем после материала. Журналист Светлана Тайко всегда в цейтноте и на работе, и как мама, и времени на посещение врачей, как и у многих, порой не хватает. Поэтому акция «Ночь в клинике» для нее оказалась как нельзя кстати. Это очень удобно. После 40 лет к мамологу я еще ни разу не ходила, вот уже 4-й год, поэтому сегодня, узнав, прибежала, конечно, и показалась, чтобы снять свои тревоги, волнения по этому поводу. Модный сейчас термин «чекап», специально разработанное комплексное медобследование, сейчас доступен и в Якутске. Всего за 2 часа можно узнать основные показатели своего здоровья. По отдельной программе можно проверить, к примеру, и
эндокринную, сердечно-сосудистую системы, органы желудочно-кишечного тракта. Я подумала, есть ночь в театре, ночь в музее, почему бы не сделать ночь здоровья в клинике? Удобный формат медицинского обследования после рабочего времени пришелся по душе и сельским жителям. Узнала много о состоянии своего здоровья. Прошла УЗИ, сдала анализы по эндокринологии. Прошли кардиолога, терапевта. У нас таких возможностей в селе нет. Все в одном месте. Это очень хорошо. Муж и дети тоже проходят здесь обследование. Директор клиники Светлана Яковлева считает, что именно профилактика – ключ к здоровой и долгой жизни. В первую очередь, хотя бы 2 раза в год надо делать ребенку общий анализ крови, ну и взрослые, естественно, да, общий анализ мочи, какие-нибудь клинические анализы, биохимические анализы, которые, скажем, если у человека жажда, там какой-то сухость во рту, это обязательно сахар надо сдавать. Если у человека ожирение, то холестерин, липидный профиль, да. Ну, то есть, что у человека, где вот тонко, там и рвется обычно, да. И поэтому, чтобы предотвратить, скажем так, у людей с ожирением, с высоким давлением сосудистые катастрофы, нужно обязательно проводить исследования сосудистой сферы, это липидный профиль, УЗИ сосудов, сердца и так далее. Да. И как показала пандемия ковид, даже у вполне здоровых людей после болезни возникают серьезные последствия. И чтобы их исключить, врачи настоятельно советуют пройти профилактическое обследование. Туяра Филиппова, Павел Пахомов, Якутск. Ну, а тему здоровья, как мы уже сказали, продолжим с нашим утренним гостем. Поговорим теперь о здоровье глаз. В принципе, один из тоже важных органов именно мировосприятия. Что портит нам зрение, как его уберечь и как правильно подобрать очки, если вдруг вам их назначили. Об этом поговорим с врачом-оптометристом Евгенией Березкиной. Евгения Алексеевна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Евгения, ну вот какие факторы чаще всего влияют, да, на ухудшение нашего зрения? Влияет ли на это современная... Гаджетозависимость. Да, на самом деле сейчас вокруг современного человека множество факторов, которые потенциально влияют на его зрение, на его ухудшение. В том числе это наши постоянные стрессы, несбалансированное питание, низкий уровень активности, да, физической, постоянное откладывание профилактических осмотров у врачей, да, как мы все занятые, все время откладываем. Ну и, конечно же, гаджеты наши любимые, да, тоже вносят свою лепту в ухудшение. Ну, а какие основные правила нужно соблюдать, чтобы все-таки максимально сохранить, сберечь свое зрение? На самом деле есть всего немножечко советов таких житейских, которые просто помогут всем нам его сохранить, наше драгоценное зрение. Это почаще посещать врача своего лечащего, да, постоянного желательно. Чаще двигаться, заниматься активным отдыхом, Образом, скажем да? так, да, Жизни. активный образ жизни вести, защищать свои глаза от ультрафиолета, который сейчас особенно активен, в том числе не только летом, но и весной. Также желательно носить, ну не желательно, конечно, обязательно носить правильно подобранную оптику, контактные линзы, очки обязательно по назначению врача. Ну и не заниматься самолечением, непроверенными офтальмологическими каплями и всевозможными БАДами. А вот профилактические осмотры, они, вот вы сказали, должны быть частыми. Сколько вот примерно в год человек должен проверяться? Ну, тут зависит уже конкретно от вашей ситуации со зрением, да, то есть если у вас уже есть какие-то нарушения зрения, да, как миопия минус там, или плюс, наоборот, гиперметропия, тогда уже, конечно, почаще желательно, да, как вам врач назначает, там плановые осмотры раз в год или раз в полгода. Если же все в порядке со зрением или же каких-то жалоб особых не наблюдаете, то желательно хотя бы раз в год или по появлению каких-то конкретных уже отклонений. Вот поговорим о, скажем так, недавно актуальном, да, состоянии всего общества. Это пандемия COVID-19. Ну, вообще у людей, переболевших ковидом, очень часто какие-то побочные последствия остаются. На глаза как-то болезнь влияет? Отразилось как-то? Да. Врачи уже подтвердили, что влияние есть, к сожалению, потому что заболевание такое коварное, в первую очередь бьет по самым слабым местам. И если у вас уже есть проблемы со зрением, проблемы со здоровьем глаз, то, конечно же, отразится на здоровье и на зрении, потому что
будут страдать сосуды глаза. Они очень нежные, очень такие хрупкие, поэтому да. Это как еще один повод беречь себя более бдительно. Ну, сейчас вот все мы понимаем, весна, ярко светит солнце, слепит в глаза, да, с непривычки, Отражается от возможно, даже. снега. Да, Да. вот необходимо ли носить солнцезащитные очки? Да, конечно, Постоянно. обязательно. Как только вы выходите на длительную прогулку или занимаетесь активными видами спорта, да, в любом случае нужно носить защиту от ультрафиолета, поскольку он очень может пагубно сказаться на наш такой нежный орган зрения. Так что да, обязательно. Ну, вот говоря про солнцезащитные очки, наверное, вопрос даже для меня актуальный, я думаю, многие телезрители. Вот у меня очки. Это не просто стекла, это диоптрии и так далее. Они вроде как защита от ультрафиолета, такого невидимого. То есть такие очки весной это приемлемо или все-таки лучше солнцезащитные надевать на улице? Тут даже дело не сколько в основном ультрафиолете невидимом, Сколько яркость? сколько яркость, да, та же самая, да, поэтому это тоже сказывается, постоянное напряжение, то, что мы щуримся, то, что вот мы постоянно вот в этом тонусе глаза находятся, поэтому да, это не только на здоровье сказывается, но и на нашем внешнем виде, то есть появление морщинок тех же самых, поэтому есть специальные даже очки, которые на солнышке темнеют. Хамелеоны или Хамелеон, что-то да, такое, да. фотохромные, так что очень удобно. Но со временем минус ведь увеличивается, да, и он у всех так происходит. Все это индивидуально. Ага. У кого-то может держаться много-много лет один и тот же показатель, а у кого-то может резко ухудшиться, все зависит от здоровья. Но если увеличивается, нужно ли менять очки? То есть Да, постоянно? обязательно. То есть, если вы не меняете свою оптику и остаетесь по привычке на старых очках, зачем менять? Ой, да, оно еще хуже станет. Да. Да, вот эти вот мифы, конечно, они очень мешают, и часто приходится сталкиваться с ними в работе. Переубеждать, вот эти все мифы развеивать, потому что на самом деле очки — это не вред нашим глазам, а наоборот поддержка. И если вы не будете носить очки, то глаза будут постоянно перенапрягаться и будет ухудшаться. Евгений, спасибо большое за этот ликбез по зрению, по заботе о зрению. Пожалуйста. Ну, будем надеяться, дорогие друзья, вы тоже много чего нового и полезного для себя, самое главное, узнали. Прямо сейчас прервемся на короткую паузу. И Да. потом После чего продолжим нас ждет говорить и много встречать это. интересных тем, и гости в нашей студии ожидаются. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Амгинский район вдоволь обеспечен продуктами. 46 тонн превысили запасы продовольственных товаров первой необходимости малого и среднего бизнеса в Улусе. Об этом сообщил глава района Николай Архипов. Так запасено более 22 тонн муки, более 3,5 тонн гречки и почти столько же риса. Сахара всего 3 тонны 260 килограммов, а также 16 тысяч штук яиц. Овощей почти 6 тонн. Это картофель, лук, морковь, помидоры, огурцы и свекла, сообщил он. Кроме того, в районе производят молочную и мясную продукцию, сливки, сметану, масло, кефир, сыр, полуфабрикаты и другие товары. В Ленске, между тем, предпочитают продукты местного производства. Открылась еще одна фирменная точка магазина «Батамайский». Она стала третьей в городе. Находится в самом центре города. Там также реализуют товары местного производителя. В первый же день открытия прилавки магазина были заполнены свежей молочной продукцией. Ее представлен широкий ассортимент. Молоко, кефир, сметана, йогурты и многое другое. Также в магазине можно приобрести свежую хлебобулочную продукцию. На днях в торговой точке появится свежее местное мясо и большой выбор полуфабрикатов. Очень удобно, что в этом районе открылся магазин местной нашей продукции. Удобно, когда едешь на обед с работы, как раз по пути можно заехать, купить и хлеб к обеду, и молоко. И вообще наша семья часто покупает местную продукцию, особенно кефир, молоко, йогурт детям. Ну, да, нравится и цены, и вкусы.
Мирнинская больница приглашает совершеннолетних горожан на бесплатный медосмотр. Сегодня с 9 утра до 14:00 во Дворце культуры «Алмаз» развернут здравосмотр. Медики примут различные анализы и оценят состояние организма после перенесенного ковида. Мероприятие направлено на профилактику и раннее выявление инфекционных и онкологических заболеваний. С собой нужно взять паспорт. Будет консультация врача-терапевта, будет забор крови на онкомаркеры, забор крови в рамках программы диспансеризации и углубленной диспансеризации для пациентов, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию. Будет забор крови на наличие ВИЧ-инфекции, будет измерение внутриглазного давления, будем проводить маммографию и флюорографию в передвижном медицинском комплексе, который будет находиться на улице рядом с ДК «Алмаз». Рекомендуется приходить сдавать кровь натощак, либо если у пациента нет возможности прийти на голодный желудок, то минимум через 4 часа после еды. ВКонтакте выбирают талисманы зимних игр «Дети Азии 2023». В соцсети стартовало голосование по выбору талисмана вторых зимних международных спортивных игр. Они пройдут в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Таштагольском районе с 23 февраля по 5 марта. Талисманами могут стать рысь, лось, заяц-беляк или медведь. Голосование за талисман идет в соцсети ВКонтакте на официальной странице международных игр «Дети Азии» в Кузбассе и продлится до 14:00 14 апреля текущего года. На базе губернского центра. Это «Утро Якутии». Мы встречаем день 7 апреля, четверг. Ну и у нас тоже есть новости, которыми мы хотели бы поделиться. Местные производители, испытывающие сейчас нехватку тетраупаковок, возвращают в жизнь проверенную советскую практику. Так, в сельхозкооперативе «Урдель» в Шунтарском районе открыли точки продажи молока на розлив. При этом планы по строительству коровников и объемы по переработке молока снижать не собираются. Кооператив готов обеспечивать своей продукцией не только родной Шунтарский улус, но и близлежащие районы. Пока у нас есть работа, работаем не покладая рук, есть молоко, будут и молочные наши продукции, соответственно, поступать. И работа и труд, все перетрутся. Ну вот молодцы наши, на самом деле, это производители, потому что, только не теряя оптимизма, не поддаваясь панике, можно продолжать развиваться, двигаться вперед и, собственно, не останавливать свое производство. Кстати, ажиотажный спрос на гречку, сахар в российских магазинах постепенно снижается. А вот Инесса Леонова из Краснодара с сахаром, как многие это делали в последнее время, не запаслась. Рекордную коллекцию этого продукта она собирала долгие годы. Какие, кроме Дня посмотрим, здоровья, что за коллекция. Да. В ее квартире можно найти тысячи пакетиков из разных мест и даже эпох. Каждый раз спрашивали и смеялись, для чего тебе этот сахар, для чего эта коллекция, что ты с этим сахаром будешь делать. Тем, что сейчас редко, то есть ажиотаж сахара. Да. Вот что говорили вам? Вот сейчас сказали, что сахарная баронесса. Даже друзья 2-3 дня не могли найти сахар, пришли, помоги. Конечно, пришлось им отсыпать сахарочков. По словам коллекционера, идея начать собирать сахар была очень спонтанной. Сначала Инесса просто привозила сахар для коллег и подруг в качестве сувенира, что позже переросло в хобби. Вот здесь находится вся моя коллекция. В этих шкафах, в этих папках. Вот если заглянем в этот шкаф, здесь разные сахары, и рафинад, и сахарные головы, и стики, и пакетики. Вот в каждой папке находится сахар. Он располагается здесь по тематике, по странам распределен. В собрании женщины есть пакетик с сахаром из американского Белого дома, целый набор из эпохи СССР и зарубежных стран начала 20 века. Кроме того, часть сахара Инесса получает по почте. Порой посылки идут по 1,5 года. Сейчас коллекция насчитывает более 60 тысяч экземпляров. В 2020 году приезжала комиссия книгов рекордов. Пересчитывали всю мою коллекцию, 2 дня считали, каждый сахарочек проверяли, чтобы не было повторов. Вот. И
и зафиксировали этот рекорд. В результате подсчета комиссия подтвердила, что коллекция Инессы самая большая в России и даже в мире. Вот так вот собирала сахар до того, как это стало мейнстримом. Ну а мы уже в начале программы сказали и поговорили на эту тему. Сегодня отмечается Международный день здоровья. Но какие еще события, праздники можно сегодня отметить, мы узнаем прямо сейчас. 7 апреля Всемирный день здоровья отмечается ежегодно в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения. Ее членами стали 194 страны. Сегодня также день рождения Рунета. 7 апреля 1994 года для России был зарегистрирован домен .ру. 7 апреля – День памяти погибших подводников. Дату отмечают в годовщину гибели экипажа атомной подводной лодки Северного флота «Комсомолец» в 1989 году. Также сегодня Благовещение Пресвятой Богородицы. На Руси считалось большим грехом браться в этот день за любое, даже самое малое дело. 7 апреля 1795 года во Франции принят закон о введении метрической системы мер, который определил также единицы длины – метр и массы – килограмм. В 1827 году в этот день английский фармацевт Джон Уокер впервые продал спички, какими мы их знаем сегодня. Свое изобретение он придумал случайно, смешивая химикаты. 7 апреля 1934 года – День образования государственных органов рыбоохраны России. В 1915 году в этот день родилась Билли Холидей, американская джазовая певица. 7 апреля 1930 года родился Ив Роше, французский предприниматель, создатель компании Ив Роше. В 1939 году появился на свет Фрэнсис Коппола, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер и бизнесмен. 7 апреля 1949 года родилась Валентина Матвиенко, советский и российский государственный деятель, политик и дипломат. В 1954 году 7 апреля родился Джеки Чан, китайский и американский актер и каскадер, кинорежиссер, продюсер и сценарист. 7 апреля 1962 года родился Михаил Круг, советский и российский певец, шансонье и поэт. Именины в этот день отмечают Сава и Тихон. Паш, что тебе поднимает настроение с утра? Ну, безусловно, мне настроение с утра поднимает то, что утро началось, допустим, в 11 часов. И я такой просыпаюсь 11 утра. А не в 6 утра, да? А не в 6, не в 5 и не в 4, самое главное. А мне вот, знаешь, ну, как и любой девушке, женщине, настроение поднимают цветы. Причем не только по утрам, но и в любое время суток. Ну, на самом деле, цветы тоже красиво. Вот у нас каждый день стоят, они нам настроение поднимают. Да, и я вот в цветочной блузке. И ты видишь? в цветочной Да. блузке, а между Вот тем есть же люди, которых жизнь связана с цветами вообще непосредственно. Это флористы, Да. это люди, которые просто, кудесники, наверное, цветочного мастерства. И вот о их профессии, в чем сложность она заключается вообще, основы, базисы и так далее, узнаем прямо сейчас. Всем доброе утро, меня зовут Алена, я флорист цветочной мастерской Joy. Я работаю здесь уже с 2020 года, и я всегда росла в окружении цветов, потому что моя мама любила сажать цветы. Дома у меня всегда было много цветов, и летом во дворе мама сажала много цветов, так что это было очевидно. Я пришла сюда летом, и девочки учили меня около 3 месяцев, я здесь стажировалась, училась собирать композиции и букеты. Флорист должен обладать качествами, это обязательно быть стрессоустойчивым. Это не такая работа, где ты сидишь, попиваешь чаек, и вокруг тебя цветочки и феечки. Это скорее работа физически сложная. Это не всегда так легко, как кажется. Это много грязной работы, где нужно работать руками. Это нужно таскать воду, это нужно обрабатывать цветы. Так что да, это не так легко, как кажется. На самом деле, я лично не очень верю в этот язык цветов, но я слышала про подобные понятия, про красные розы, которые означают любовь и прочее. Но мы больше придерживаемся в таком традиционном плане — это количество. То есть четное и нечетное количество, которое мы используем в букетах. Основа цветов, которое обязательно должно быть нечетного количества. У всех бывают свои предпочтения, каждый дарит то, что нравится. Но мы больше специализируемся на необычных букетах, на фактурных букетах, на чем-то стойком, ярком и необычном. Думаю, сейчас весной лучше всего подходит время для желтого. Это нарциссы, это тюльпаны,
это верба, это гениста, это все, что пахнет, цветет, это поднимает настроение. Есть такие клиенты, которые приходят, они знают, чего хотят, но чаще всего наши клиенты любят нам доверять. То есть это авторские букеты, каждый букет не похож на другой, поэтому они доверяют нам, нашему вкусу и точно знают, что мы можем их удивить. Чаще всего люди заблуждаются в том, что свежее – это хорошее. Ну, то есть это не всегда так. Букет, который простоял в холодильнике нашем при должной температуре, в должной воде, он может простоять дольше дома, то есть он не был из свежей поставки. То есть цветы, которые только приехали, они не всегда бывают лучшего качества. Обычно по качеству мы определяем по сортам все по-разному. То есть розы по-разному, тюльпаны все по-разному. Ну, конечно же, это в первую очередь на взгляд. То есть нужно посмотреть, нет ли чего-то некрасивого, броского. Но это природа. Не бывает полностью идеальных цветов. Когда мужчина приходит приобретать цветы, заказывать для своей любимой женщины, для своих каких-то родственников и подруг, он не знает, то есть, что выбор огромен. В нашей мастерской представлено около 60 наименований сортов, разных видов, фактур и всего прочего. Поэтому чаще всего они доверяют нам, то есть иногда мы знаем, что нужно. Лучше всего фактурный букет, где много веток. Ну, то есть весна — это всегда о новом цветении, о новом начинании, поэтому мы используем много деталей, где много всяких интересных вещей, на которые можно долго смотреть. Они по-разному себя проявляют, когда стоят у вас дома в вазе, раскрываются, меняют цвета. Поэтому, думаю, лучше всего использовать сейчас интересные букеты, использовать много деталей. И это не всегда с упаковкой. Чаще всего мы используем упаковку только для защиты цветов. Все-таки, да, хоть и сложно, но мне кажется, это здорово всегда быть в окружении цветов, составлять цветочные композиции, вообще аромат цветов. Я бы себя попробовала в качестве флориста, например. Я думаю, у тебя прекрасно получилось, потому что вообще флористика, я думаю, для женщин это достаточно легкая история. Мне бы было труднее, например, стать флористом, потому что я ничего не понимаю в цветах. Но, тем не менее, любую работу, какую бы вы ни делали, нужно, конечно же, всегда выполнять на совесть. И вот такого же принципа придерживаются алданцы, супруги Юрий Литвинов и Раиса Кузнецова. Юрий Владимирович в прошлом геолог, Раиса Семеновна медработник и преподаватель. Сегодня они находятся на заслуженном отдыхе, однако главное правило в любом деле остается непреложным. Простым и мудрым секретом супруги поделились с нашими корреспондентами. На заслуженный отдых Юрий Литвинов и Раиса Кузнецова вышли несколько лет назад, а общая профессиональная деятельность супругов насчитывает без малого 110 лет. Раиса Семеновна посвятила жизнь медицине. О том, что наденет белый халат, маленькая Рая знала с детства. У меня игра была любимая – это играть в больницу. Вот. Я в садок у нас был такой небольшой, я там коробки поставила, кое-какие ящички, там это была у меня там больничка. Ну, таблеток-то не было никаких, а вот калашник отцветал, и такие там были, акация отцветала, там стручок, там тоже как будто таблеточки были в этом. Трудовую деятельность Раиса Семеновна начала на Алтае, затем приехала на север. Здесь заведовала фельдшерско-акушерским пунктом села Якокит, затем работала в оргметод-кабинете, а после заступила на должность главной медсестры Алданской центральной районной больницы. Аттестация была сестер, всех сестер аттестация. Это же прибавка к зарплате. Даже аттестовала санитарок. Провели с ними учебу, все сделали и аттестовали. Они получили к зарплате 17 рублей тогда. И это очень хорошие деньги. Отработав в должности главной медсестры 13 лет, Раиса Семеновна ушла в медицинское училище. Азы профессии будущим специалистам она передавала почти четверть века. Любое дело нужно выполнять на совесть. Этот принцип всегда был определяющим для обоих супругов. Юрий после окончания политехникума был распределен на Колымский прииск. Вернувшись домой, пошел в родной совхоз, а затем перевелся в Темптоново-Чурскую геолого-разведочную экспедицию. Геологии Юрий Владимирович отдал 30 лет, пройдя путь от инженера-механика до заместителя генерального директора. Работали нормально. Потом на зимнике, вот фотографии есть, я на зимник уезжал, тогда
отправляли к строительству специалистов. На Маркуэль такой поселок строился. Значит, было там, наверное, в пределах 15-20 машин, которые ходили. Значит, жили мы в Белькачах, в землянке. Значит, строили базу. 11 лет профессиональной деятельности Юрия Владимировича прошли в медицине. Он был заместителем главврача Алданской ЦРБ по общим вопросам. Проведение ремонтов, обновление автопарка, строительство жилья, реорганизация управленческого звена и снабжение. Круг общих вопросов был огромным. Сейчас супруги Раиса Семеновна и Юрий Владимирович на заслуженном отдыхе, однако бездельничать они не умеют. Скоро хозяев вновь захватят привычные и столь любимые хлопоты. Садово-огородная страда не за горами. Тут свое, значит, знаешь, что вырастил и что будешь кушать. Вот, поэтому все есть. Начиная от картофеля, овощи, огурцы, помидоры, кабачки, лук, и на репку, и такой, ягодники. Ну, даже яблони, может, вырастут. Таких деликатесов не купить в магазине. Все яства Раиса Семеновна готовит по собственным рецептам. Впрочем, способами хозяйка делится щедро. А на зиму заготавливает десятки банок, солений и закусок. Много делаем заготовок. Ну, это не потому, что столько еще надо, а я очень люблю это делать. Вот. Ну, начинаем мы даже сразу, летом, как только начинает на даче урожай, уже первые, что можно там собрать, уже начинают делать заготовки. Соленья и консервации для всей семьи, второй хлеб, а у Раисы Семеновны и Юрия Владимировича 5 детей, 9 внуков и 10 правнуков. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. Основа крепкой страны – вот такие вот основательные, трудолюбивые семьи, которые передают свои знания, опыт и детям, и внукам. А еще один плод государства – это сильные регионы. В Якутск в эти дни прибыли члены Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение». И сегодня гости нашей студии Елена Потеряева, руководитель департамента по развитию социального сектора, как раз-таки Ассоциации «Сибирское соглашение». При этом еще доктор медицинских наук Елена Леонидовна. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые телезрители. Пользуясь случаем, хочу всех поздравить с Международным или Всемирным днем здоровья, которое весь мир отмечает именно сегодня, 7 апреля. Потому что здоровье – это вообще залог всего. Залог нашей жизни, залог нашей успешной деятельности и залог сильного государства. Спасибо вам большое. Да. Ну и мы тоже вас поздравляем. Все-таки доктор медицинских наук, со здоровьем так или иначе вы связаны точно. Ну а перейдем уже непосредственно к Сибирскому соглашению. Вообще расскажите об истории создания этой ассоциации, какие задачи перед ней ставятся, то есть к чему идем, скажем так. Наша ассоциация носит межрегиональный характер, и она была создана более 30 лет назад, в 90-е годы, с целью интеграции ресурсов сибирских регионов и социально-экономического развития каждого субъекта и в целом. Сегодня эта ассоциация насчитывает 14 субъектов Российской Федерации, это 10 областей, республик Сибирского федерального округа, 2 субъекта Забайкальский край и Бурятия Дальневосточного федерального округа и 2 субъекта Уральского федерального округа Тюмень и Ханты-Мансийский округ. Наша ассоциация основной целью имеет как раз интеграцию социально-экономических ресурсов и обеспечение условий для развития каждого субъекта. Я хочу еще очень коротко сказать, что высшим органом нашей ассоциации является Совет, который представлен высшими должностными лицами. Это руководители субъектов, губернаторы, и руководители республик, и, соответственно, руководители законодательных собраний каждого субъекта. Ну, а рабочим органом является исполком, который имеет несколько департаментов, и в частности я руковожу департаментом по развитию социального сектора. И в сфере моей курации, моей компетенции это и здоровье, то есть здравоохранение, это и образование, это и другие социальные направления, культурная политика, молодежная политика, патриотическое воспитание.
Мгм. А вот субъекты по каким направлениям сотрудничают в рамках Субъекты сибирского случая? сотрудничают по всем направлениям хозяйственной деятельности. Это экономика, это инвестиционная политика, это транспорт, это технологическая политика, безусловно, социальная политика и многие-многие другие вопросы, которые находятся в сфере деятельности любого субъекта. Вот это объединение ресурсов, выявление лучших практик, масштабирование лучшего опыта и, в конце концов, формирование и выработка механизмов улучшения по любому из направлений деятельности является основной задачей нашей ассоциации. Мы сегодня имеем право и правотворческой, и законотворческой деятельности, но не в том плане, что мы принимаем законы, а в том плане, что мы на основании анализа ситуации межрегиональной в каждом субъекте готовим соответствующие предложения, на тот уровень их подаем, на котором решаются вопросы. И благодаря деятельности ассоциации происходят изменения в законодательстве, какие-то предложения наши учитываются, безусловно, и, конечно, наша жизнь в этом смысле приобретает новый качественный смысл. Ну вот в эти дни в Якутске какие темы обсуждаются? Да. Вот очень хорошо, что мы вернулись к этой теме, поскольку сегодня Якутия, как такой гостеприимный, благодатный регион, имеющий колоссальный человеческий, природный потенциал, она принимает как раз рабочую группу по сохранению этнокультурного наследия и языковой политики. Эта рабочая группа была сформирована при Ассоциации «Сибирское соглашение» по инициативе нескольких регионов, в том числе Хакасия, Алтай, Бурятия, Тыва. И мы очень рады, что Якутия принимает в этом процессе самое живое участие. И, в частности, очень благодарны председателю Илтумен, председателю комитета по образованию вашего Илтумен Габышевой Феодосии Васильевне, которая, собственно, и поддержала эту инициативу со своей стороны и пригласила рабочую группу в Якутию, поскольку первое заседание рабочей группы по обсуждению вопросов сохранения родного языка, его развития, чувства патриотизма, воспитания в семьях, продвижения, формирования кадров и так далее по сохранению именно этнокультурного наследия малочисленных народов, которых, как вы знаете, в Российской Федерации много, а в Сибирском и Дальневосточном округах тоже достаточно широко они представлены. И первое заседание мы проводили в Хакасии, где выработали общие принципы нашей перспективной работы, а второе проводим в Якутии. Сегодня сегодня у нас будет заседание. Вчера проводился круглый стол на эту же тему в нашем Северо-Восточном федеральном университете. Лично ректор присутствовал, Феодосия Васильевна, и, конечно, специалисты докладывали по этой теме. Но я хочу сказать, что наша рабочая группа объединяет не только представителей профильных органов исполнительной власти, которые занимаются образованием, но и экспертов. И сегодня с нами работают эксперты из профильных институтов по языковой политике Москвы, Санкт-Петербурга и регионов Сибири и Дальнего Востока. У нас есть представители Хабаровского края, то есть вот ваш регион тоже достаточно широко представлен. Елена Леонидовна, вот как раз-таки какой вот опыт, увиденный в Якутии, вас больше всего заинтересовал? Ну, я хочу сказать, что, конечно, вот вчера мы в этом убедились в рамках круглого стола. Вопросы языковой политики в Якутии, они действительно сегодня очень активны, и им придается колоссальное внимание и со стороны государства, и со стороны специалистов, сотрудников образовательных учреждений. Знаете, подкупает такое неравнодушное отношение именно специалистов и людей к этой проблеме. Мы вчера говорили, есть очень хороший опыт подготовки кадров, безусловно, многоуровневый. Есть очень хороший опыт создание учебно-методической литературы в Якутии именно вот по родным языкам. То есть это направление активно поддерживается. И я хочу еще сказать, что Феодосия Васильевна Габышева является одним из соавторов или инициатором проекта «Дети», прошу прощения, да, «Дети Арктики». «Дети Арктики». И это тоже очень известный проект. И
он служит как раз вот развитию языковой политики и всех вот положительных моментов, которые с этим связаны. Елена Леонидовна, спасибо большое за эту интересную беседу. Мы желаем вам плодотворной работы, плодотворной работы в рабочей группе. Ну а мы продолжаем эфир наш. И сегодня четверг на календаре недели, скажем так. А этот день какой? Это день кинопремьер. Как правило, сегодня стартуют показы новых фильмов в кинотеатрах. Сказочные приключения сегодня ждут самых маленьких посетителей кинотеатра «Лена». Российско-турецкий мультфильм «Мальчик-дельфин» – морская вариация на тему Маугли и Тарзана. Невероятным образом выживший после авиакатастрофы младенец-сирота оказывается на попечении у морских жителей и вместе со своим лучшим другом-дельфином Снежком переживает самые разные приключения. Со своим дельфином может туда попасть. Я закончу, что начала мама. Вместе мы спасем ее. Мальчик-дельфин. Молодой якутский режиссер Никандр Федоров представляет свою вторую картину «Ого, Сас». Фильм повествует о маленьком мальчике Сареле, которому родители дарят долгожданный велосипед, но в первый же день главный герой случайно его разбивает. Сарел винит себя, считая, что подвел своих родителей, и убегает из дома. С героем случается череда событий и драматических ситуаций, решение проблем и принятие взрослого решения. Дебенеттех эрьеккескеннере, мүччүргеннех түгеннере. Оғас. А с 9 апреля стартует фильм ужасов испанского режиссера Пако Плакса «Бабушка», принимавший участие в первом в России международном кинофестивале фильмов ужасов и триллеров «Хоррор-фест». Главная героиня фильма Сюзанна, работающая моделью в Париже, вынуждена вернуться в Мадрид ради бабушки, у которой случился инсульт. Всего несколько дней с родственницей превращают жизнь девушки в настоящий кошмар. Все везде и сразу. Кино от создателей комедийного фэнтези «Человек. Швейцарский нож». Представьте, что существуют альтернативные варианты нашей реальности, где вы совершенно другой человек. В этом убеждается Эвелин, получив доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям других версий себя. Теперь Эвелин может прожить тысячи жизней и быть кем угодно. Известной актрисой, мастером боевых искусств, оперной дивой, небесным божеством. Но всем мультивселенным угрожает таинственная сущность, с которой Эвелин предстоит сразиться. Ты начинаешь понимать. Также сегодня состоится премьера хоррора «Скрежет» совместного производства в Финляндии и Швеции, высоко оцененный мировыми критиками. В центре сюжета фильма история взаимоотношений 12-летней гимнастки Тини с ее собственной матерью. Девочка пытается всячески ей угодить, но мама думает лишь об имидже и спортивных достижениях. Будучи видеоблогером, мать только и делает, что создает иллюзию идеального образа жизни в доме. Как-то раз Тинья находит в лесу яйцо птицы и, чтобы спасти еще не вылупившегося птенца, приносит находку домой. В этот момент все вокруг начинает рушиться. Также кинотеатр «Лена» приглашает на показ анимационного фильма «Красавица и дракон» о приключениях 17-летней школьницы Судзу. Японский аниматор Мамору Хасода перенес знакомую всем историю о красавице и чудовище в виртуальную вселенную. Будешь такой же плаксы, как раньше? Смиришься с этим? Судзу! Судзу! Пусть он меня услышит.
Также хочу напомнить, что проект «Ночь в кинотеатре» возобновляет свою работу. Завтра, 8 апреля, кинотеатр «Лена» устраивает ночь самых настоящих ужасов. Вас ждет показ фильмов от режиссера Степана Бурнашова, призы, квиз-игра и скидки для студентов. Ну а на этом у меня все. Отличного вам настроения и приятного просмотра. На очереди наша постоянная рубрика «Пусть мама придет». Сегодня мы познакомимся с девочкой по имени Валерия. Она очень эмоциональная, открытая и добрая. Ей не хватает только одного, как и всем таким детям, любви, заботы и, конечно, мамы с папой. Познакомьтесь с очаровательной девочкой. Ее зовут Валерия. Валерии 2 года и 6 месяцев. Она у нас очень активная девочка, жизнерадостная, любит подвижные игры. Также вот ее могут заинтересовать и настольные игры. Со сверстником в группе она хорошо, сразу идет на контакт. Девочка она у нас самостоятельная, навыки самообслуживания соответствуют возрасту. Валерия, ты закончила, да? Закончила? Давай мы все орешки сюда перенесем. Давай. Вот. А потом пойдем другую игрушку возьмем. Давай ложечкой. Валерия, ложечкой. Вот так. Умница. Ложечкой давай. Вот так. Валерия очень смышленая и усидчивая девочка. Она любит все исследовать. Колючая? Колючая. Валерия, кто это? Привет, черепаха. Валерия любит книги. Она с удовольствием рассматривает каждую страницу, изучая все, что нарисовано. Тактильный контакт с мягкими игрушками благотворно влияет на малышку. Валерия улыбчивая, открытая, добрая девочка, и мы надеемся, что для нее найдется семья. Ну а прямо сейчас мы вновь готовы передать слово нашим коллегам из информационной службы нашего телеканала. Они расскажут о последних событиях в республике и за ее пределами. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. Не стоять несколько лет в очереди, а сразу купить квартиру теперь могут сироты Якутии. С февраля Минстрой Республики предоставляет выпускникам детских домов жилищный сертификат. Он положен сиротам старше 23 лет, работающим или заканчивающим обучение. Претендентами могут стать те, кто не был студентом и не стоял на учете в наркологии и психиатрии. Жилье любой квадратуры сразу переходит в собственность. Сертификат действует 1 год. Если обладатель не успел его обналичить, срок продлевается еще на полгода. В Мирнинском районе жилищный сертификат получат 6 человек. Данный сертификат у нас на 2,5 миллиона практически выдается. И данные деньги могут быть использованы как для приобретения готового жилья на вторичном рынке, так и для приобретения строящегося жилья. Данная сумма денег может быть использована для ипотеки, как первоначальный вклад. Либо туда можно будет добавить то есть свои какие-то накопительные средства. И можно будет уже приобрести за полную сумму жилье, которое хочет человек. Либо на строительство дома на земельном участке готового.
Долгожданный капитальный ремонт. В этом году Намская гимназия включена в программу модернизации школьных систем образования. Здание гимназии каменное, трехэтажное, приспособленное, 94-го года постройки. Капитальный ремонт со дня ввода не проводился. Периодически, ежегодно, к началу учебного года выполнялись текущие работы. На капитальный ремонт выделено 55 миллионов рублей. На приобретение оборудования из федерального и местного бюджета направят почти 8,5 миллионов. В том числе на покупку школьной мебели, учебного оборудования, компьютерной техники, спортивного инвентаря. Предварительная дата начала работ – 1 мая этого года. Поменяем полы деревянные на плитку. Плюс к этому мы поменяем потолок на подвесной потолок. Будут новые стены покрашены. Спортзал будет полностью у нас отремонтирован и утеплен по новой. Вот. Будут новое покрытие у нас в спортзале на полу. И, соответственно, у нас поменяется полностью электрика, поменяется отопление. И поменяется сантехника. Мы полностью осенью заедем в полностью отремонтированное здание. И о спорте. Соревнования по национальному многоборью Кубок чемпиона имени семикратного победителя игр ДГНа Ивана Белолюбского пройдут в столичном спорткомплексе «Триумф» в эти выходные 9 и 10 апреля. Турнир станет отборочным этапом для участия в финале в главных состязаниях городского праздника ЭСЭХ «Игры ДГНа». На сегодня путевки имеют Егор Филиппов, Алексей Уваровский, Владимир Шалагонов и Айсен Батуев. В финал попадут 4 сильнейших. К текущему часу это вся информация. Всего доброго и удачного дня. Я могу вот так вот так могу. Знаешь такую песню? Вспоминаем тренды ТикТока и говорим непосредственно про ТикТок. Потому что вот так вот и так может самая обычная дворняжка из Санкт-Петербурга, зовут ее Ася. Да, потому что ее хозяин обладает навыками дрессировки, в смысле дрессирует собаку, а сама собака выполняет необычные трюки. Что за трюки такие, что за дрессировка? Давайте посмотрим. Стыдно. По словам хозяйки талантливой дворняжки, Ася попала в дом из петербургского приюта. Ее нашли где-то в Пятигорске, и по обмену приютов она оказалась у нас в Санкт-Петербурге, и вот мы наткнулись на нее. Запала в душу. Сначала собака жила у бабушки Марии, но женщина в силу возраста не справилась с активным питомцем, и внучка забрала Асю к себе. На дрессировку дворняжки хозяйку вдохновили видео на YouTube, где животных обучают сложным трюкам. Мы начали обучать ее базовым командам, которые должна знать любая собака: сидеть, лежать, дай лапу. Начали ее тренировать уже серьезно, когда увидели другие видео с интересными трюками, решили повторять эти трюки. Потом как-то нас это все завлекло, и мы начали все больше и больше трюков учить. И вот на данный момент она знает больше 100 трюков. Благодаря способностям и дрессировке Асе удалось выучить более 100 трюков, от стандартного «дай лапу» до включения и выключения света в квартире. По словам Марии, подписчикам нравится команда «Стыдно», заставляющая Асю смущенно прикрывать морду лапой. Хорошо, стыдно, стыдно, стыдно. Решила снять первое видео, где обучала трюку «Стыдно». На него у меня прилетело очень много подписчиков, много положительных откликов. И решила продолжать эту тематику. За 2 года у Аси набралось порядка 4,5 миллиона подписчиков в ТикТок. Мария вместе с питомцем на достигнутом останавливаться не хотят. В планах у талантливого дуэта дальнейшее развитие аккаунта в социальной сети и съемка обучающих роликов. А вот в якутском мини-зоопарке «Зоополис» не так давно появился новый питомец. Говорящий попугай Ара по имени Кеша прибыл из московского питомника, где специально разводят птиц. Эффектный, пленительный, ласковый, умный, сообразительный, величественный, полный индивидуальности и комичного очарования. Именно так его характеризуют работники контактного зоопарка.
Кеша знает около 20 слов и всегда охотно поддерживает беседу. Все схватывает на лету, так всего за одну ночь научился гавкать как собака. Птица очень любит общение и начинает громко страдать, оставаясь в одиночестве. Сами по себе ары очень музыкальные и умные птицы, но в то же время они злопамятны и мстительны. То есть, если даже найти подходящую для него музыку, он будет танцевать всем телом. Как в мультике «Рио», например. Он иногда бывает прям сирену включает, это именно просит внимания. Он очень любит внимание, когда его особенно восхваляют различные посетители. Прям радуются на него, смотрят. И ему это очень нравится, он может и помахать, он может и повторять различные слова тоже за посетителями. «Привет, Кеша, как дела? Вкусно, Кеша хороший, танцует». Ну и несколько других слов, но его любимые слова – это «привет» и «Кеша». Привет! Привет! Скажи «Кеша». Привет! Кеша? Ай, молодец. Знаешь, у него такой голос странный, да, вот как та же Алиса, Сири, да, привычные нам там. Привет. Ну, мало кто знает, но Кеша — это роботоговорящий официальный голос Сири. Мужская версия. Вот. Надеемся, что Кеша и прочие наши герои сегодняшних сюжетов, материалов, настроения вам подняли. И мы в том числе. Вы в том числе. Может быть, что-то подняли. новое вы узнали. Вот. Завтра мы эту тенденцию обязательно продолжим, потому что завтра нас ждет, во-первых, просто само понимание того, что завтра последний рабочий день. Завтра пятница, это не может не радовать, да. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал «Утро Якутии», следите за анонсами, задавайте нам вопросы, мы всегда отвечаем на них. Да, ну и не забывайте про номер, куда можете прислать идеи для сюжетов и гостей. Желаем вам, чтобы сегодня у вас обязательно все получилось. Хорошего вам настроения. Пусть этот день принесет счастье и радость. До встречи.